Осталось не так много времени до наступления долгожданного праздника. В преддверии Нового года для всех жителей республики организованы торжественные мероприятия. Помимо этого, руководство, различные министерства и ведомства не оставляют без внимания и самое молодое поколение нашей республики. Вот мы специально с Москвы вызвали 5 Дед Морозов, составили группу, которая сегодня поедет и будет поздравлять детей. Нашли, вот Дед Мороз пригнал с Сибири лошадь, правда, не оленя, к сожалению. Ну ничего, я думаю, у нас олень не подойдет, лошадь будет ездить, раздать подарки. Также снегурочки у нас здесь есть, тоже, которые прилетели из Сибири. И думаю, сегодня будут дети рады наши. В первую очередь будут поздравлены дети, которые лежат у нас, больные, с ДЦП, с такой категории, по всем районам. Мы помогаем развозить подарки всем тем детям, которые писали письма, и поздравляем их. А также организовали Деда Мороза и Снегурочек из числа молодых активистов. Вот. Будем разъезжать по всей республике и дарить подарки детям, тем детям, которые сами не способны выехать и посетить елку. Согласно сказочному сценарию, Дед Мороз и Снегурочка выехали на бричке, наполненной новогодними подарками. Посетили ряд многодетных семей и детей с ограниченными возможностями, проживающих в Назране и в пригородном районе. Приезд таких дорогих гостей, тем более с подарками, стал неожиданным, отчего и радость ребят была искренней. Мы сегодня выехали, чтобы поздравить детишек с наступающим Новым годом, чтобы у них этот Новый год был самым счастливым, радостным, чтобы улыбки были на их лицах. Свою сказочную миссию Дед Мороз и Снегурочка на этом не закончат. Их маршрут лежит через некоторые города и села республики, где их в ожидании подарков дожидаются маленькие герои новогодней сказки. Хади Ивлоева, Малсак Игиев, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.